Завершился сбор предложений по благоустройству общественных пространств в рамках реализации нового этапа национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». От горожан поступило 35 265 предложений по обустройству более 100 различных общественных пространств. Горожане подавали заявки, не выходя из дома, через городской портал OneClick Якутск и через электронную почту Управления архитектуры и градостроительной политики окружной администрации города Якутска. Также на территории городского округа для сбора предложений было сформировано 22 стационарных пункта, а точнее в управлениях округов, администрациях пригородов и наиболее посещаемых горожанами общественных местах. Закончили сегодня сбор предложений от жителей города Якутска по благоустройству общественных пространств. Посмотрите, сколько предложений поступило, мест, на которые предложены, вот их более 100. Предложения абсолютно разные. Например, лидирующие позиции у нас занимают очень серьезные общественные пространства. Например, бульвар Учителя, который мы в прошлом году начали, благоустройство озера Солдатского, площадь Ворота Якутска, сквер Тружникам тыла, который за кинотеатром Центральным сейчас надо доводить, сквер молодежи в автодорожном округе, городской парк культуры и отдыха. Но кроме этого люди предлагают абсолютно разные общественные пространства. Вот есть площадь Холода, площадь Фонтанов, площадь возле цирка. Очень много предложений. Скверы разные в разных районах города, воинам-афганцам, в районе строительного рынка, в районе медцентра. Скверы для выгула собак разные предлагают в разных районах города. В районе Студгородка пишут. Аллея возле пожарной станции. Аллея фонарей, например, предложена. 4 предложения поступило. Очень интересные предложения. Старый город еще раз предлагают. Территорию Лонхоленда предлагают, территорию Дворца детства предлагают переделать, благоустроить кольцевые по Вилюйскому тракту, по Покровскому, Гемеин. Даже территорию ТРК Туймады, которая, в принципе, неплохо благоустроена сегодня, люди предлагают еще раз, посмотреть как место, где можно обустроить общественное пространство. Место проведения УСЭХа в селе Хатас, велосипедные дорожки и много-много других предложений. То есть вот этот сбор в течение месяца показал, что люди абсолютно неравнодушны, действительно очень много живых предложений. Очень активно сегодня нам принесли предложения по обустройству сквера землеустроителей. Это очень интересная тоже территория на перекрестке улицы Кальвица-Дзержинского при въезде в город, там, где биржу труда снесли. Они проработали эскизный проект, сами инициаторы этого проекта. В рамках этой работы разработали и утвердили муниципальную программу. Туда мы уже включили 170 таких территорий. То есть у нас в перечне по итогам инвентаризации окружной администрации 170 территорий нуждаются в благоустройстве. Практически эти данные подтвердились за этот месяц. И люди действительно говорят о том, что эти более 100 территорий, они нуждаются в благоустройстве. Значит, как мы действуем? Во-первых, они практически все включены в муниципальную программу. Источники финансирования могут быть абсолютно разные. То есть это может, сейчас мы говорим о федеральных источниках финансирования, софинансирование со стороны республики, софинансирование со стороны муниципалитета, но ничто не мешает нам эти территории начинать обустраивать с помощью внебюджетных источников. И действительно, многие готовы сегодня участвовать в такой работе. Есть и инициатива от предпринимательского сообщества, от различных организаций, которые готовы взять территории, которые прилегают к их объектам, и вкладываться именно в обустройство, благоустройство этих территорий. В том числе, например, если мы говорим, допустим, о территории, прилегающей к торговому центру Айгуль, там СГХ сейчас планирует поработать по городскому каналу, то есть обеспечение проточности, и появится возможность действительно там обустроить место. И почему бы, например, предпринимателям, которые являются крупным торговым центром в городе Якутске, например, не вложиться в благоустройство этой территории, у них будет еще больше поток людей, у них будет возможность тех людей, которые приходят в торговый центр, там как-то проводить свой досуг, отдыхать. То есть это абсолютно взаимообоюдная работа, и мы очень надеемся, что как раз тот план к столетию республики, 100 скверов, у нас практически на стадии реализации, и он будет выполнен. За 2 дня до окончания сбора предложений к голосованию присоединились студенты кафедры архитектуры и градостроительства Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. В основном их голоса были отданы в поддержку проекта по благоустройству привокзальной площади аэропорта Ворота Якутска. Этот проект был разработан выпускником кафедры архитектуры и градостроительства Геннадием Поповым еще в 2012 году. В 2013 году проект завоевал гран-при международного фестиваля «Зодчество». Уже тогда жюри отметила, что проект является ярким примером качественной многослойной работы. Сам проект из себя представляет современное художественное произведение в виде облики
въездного знака в город Якутск, острога, Якутского острога, когда это, ну, символ нашего города, в общем-то, вы знаете, да. И он имеет очень такую интересную сложную конструкцию, трубчатую, которая там, по мнению автора, будет, значит, переливаться цветами и будут звуки издавать, в общем, но такой образ острога, которую мы в свое время, к сожалению, потеряли, но тем не менее она в памяти людей остается символом нашего города. Собранные предложения рассмотрены на заседании общественной комиссии. Из всех предложений члены комиссии путем голосования выбрали наиболее проработанные проекты, которые в марте будут вынесены на рейтинговое голосование. Комиссия решила рассмотреть 11 проектов, которые набрали более 1000 подписей. Наиболее резонансным, как и ожидалось, стал вопрос о включении в рейтинговое голосование инициативы открытия сквозного проезда по улице Кирова и организации на прилегающей территории общественного пространства для веллеров и отдыхающих. После бурных дискуссий идея, под которой подписалась несколько тысяч горожан, была принята большинством голосов членов комиссии – 9 из 16. В итоге комиссия утвердила 8 проектов. Площадь Ворота Якутска в Гагаринском округе, сквер Труженикам тыла в Центральном округе, бульвар Учителя в Октябрьском округе, сквер землеустроителей в Промышленном округе, открытие сквозного проезда по улице Кирова в Центральном округе, которое, кстати, не требует финансовых вложений. Благоустройство озера Сайсары, сквер Матери в Сайсарском округе, сквер Молодежи в Автодорожном округе и роллерная трасса в селе Хатасы. Да, Хатасский, потому что он маленький участок. Для него сам участок маленький, и сделать там общественное пространство, которое требует меньше финансирования, и ПСД быстро заказывается. Просто там же все зависит от масштабов, от количества коммуникаций и так далее, а в Хатасах этого практически нету. Голое поле, строю вот все, что хочешь, лепи с самого начала. Поэтому как у экспертов, так и у других членов общественной комиссии не возникло вопроса. На самом деле проекты прошли те, которые люди хотят, это самое главное, да? А как реализовывать, действительно, возможно, в тех проектах, где нет ПСД, это возможность как-то разбить его на этапы, первый, второй, третий. В первом году ПСД, второй год это уже строительно-монтажная работа. Как-то так выходить из ситуации, но волеизъявление горожан надо это принимать в первую очередь. Заказчиком нет общественных пространств в городе Якутске. В прошлом году был МКУ «Главстрой», строительный комплекс. Думаю, работу они также продолжат. Нет ничего нереального. Есть только те рамки, которые у нас есть природные, есть те, которые законами установлены. Это в 44-й фазе, например, которые, конечно, нам сужают еще и так короткое летнее время. Но, думаю, при правильном подходе, и если нам удастся разбить на этапы, не только за один год пытаться все сделать, а на 2 года, если это крупные объекты, то все удастся, все решим. Судьба территорий для благоустройства в северной столице будет решена 18 марта, в день выборов президента России. Голосование будет организовано на всех избирательных участках. Так давайте же не только воспользуемся своим конституционным правом и выберем президента России, но и проголосуем за более понравившийся проект благоустройства. Сделаем наш город комфортным и красивым.